Тем временем в Хангаласском районе с прошлой пятницы нет горячей воды. В ситуации разбиралась наш корреспондент в Покровске Виолетта Засимова. Нету, нету, так нету. Видите? Наступило лето, а значит, начался сезон отключений. 8 котельных Хангаласского филиала ГУП ЖКХ, функционирующих в городе Покровске и в поселке Верхний Бестях, прекратили поставку горячей воды в жилой сектор и социальные объекты. Вода стоит комнатной температуры. Ей пользуюсь, а в основном грею. Мы платим из месяца в месяц, как пенсию получаем, так идем сразу платить, показания снимаем, идем платим. А вот почему мы страдаем, не знаю, население страдает. Как объяснили в администрации УЛУСа, подача горячего водоснабжения котельными ГУП ЖКХ приостановилась не только в Хангаласском УЛУСе, но и в других районах республики. Причиной тому общереспубликанский долг крупнейшего предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства перед компанией «Сахатранснефтегаз». ЖКХ, со слов ЖКХ, ГУП ЖКХ, да, они готовят бюджетное соглашение. То есть огромные суммы, миллионные суммы долгов они теперь хотят пролонгировать. Бюджетное соглашение будет готовиться между ЖКХ и между поставщиками. Ну, будет делаться, подписываться. Да? Мы сейчас подали ходатайство. То есть мы поручились практически за ГУП ЖКХ, что они до 19 числа часть задолженности по нашему филиалу закроют. Но до 19-го, чтобы нам уже дали, да, включили буквально, чтобы на днях сегодня-завтра все это как-то решилось. Подобные отключения происходят из года в год. К тому же, помимо долгов за газ, ГУП ЖКХ республики имеет немалые задолженности и за электроэнергию. Почему граждане, исправно оплачивающие коммунальные услуги, должны из-за этого терпеть бытовые неудобства, вопрос остается открытым. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский УЛУС.